Динара Кабидулловна. Дина Урас, руководитель творческого объединения «Авангард», вице-президент ООО «Международное сотрудничество народной дипломатии». Ноготкова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, магистр экономики, Национальная академия образования имени Ибрала Мусари. Давайте поприветствуем. Конищев Данил. Исполнительный редактор, авторская группа «Дали». Поэт, писатель, журналист Республики Казахстан, дипломант Министерства образования и науки Республики Казахстан за участие в создании информационных проектов в сфере образования. Никитина Татьяна, руководитель поэтического клуба «Вдохновение». Мамырхан Мурат, Казанский национальный университет искусств по специальности артист драматического театра и кино 4-й курс. Разрешите также поприветствовать активных участников Центона, учащихся КГУ школа-гимназия номер 26 Акимата города Астана, а также представителей ЦМК «Информационные технологии», организаторов мероприятия Стасишина Татьяна Григорьевна, Мажитова Куралай Шахановна. Қыз бала. Сонда неліктен қыз бала деп сұрағанда, өйткені қыз бала ол танымайтын елге, танымайтын жерге барып, өзің ғана емес, сол елді, сол жерді де бақытты, тіпті бір сағатта тұра алмаймын. Яғни сондықтан ең батыр адам ол қыз бала деген. Бүгінгі қыз бала ертеңгі ана. Сондықтан Мұқағали Мақатаевтың бір керемет өлең жолдары бар. Шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жылама. Жай түсіп жатса да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан жылама. Жылама. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен де өзіңдей асылданмын. Таусылып өз өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашылмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына. Өзім кепіл, тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазып сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер, құба талдай елге бесігіңді. Табыстауға рұқсат етіңіз. Құрметті Мамырхан Мұрат, Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы сізге қазір жоғары технологиялар ғасыры атты поэзиялық кешті өткізуде қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіреді. Сізге жаңа шыңдарды бағындырар шығармашылық шабыт пен күш қуат, сәттілік пен жетістіктер тілейміз. Осы отырған баршамыз. С размером вы тоже знакомились еще в школе. Такие понятия, как хорей, ям, думаю, вам не впервые слышать. Хорей – это ударение на первый слог, ям – на второй. Вообще существует 5 видов размеров, но большинство стихов пишется в этих. Допустим, вот как у Пушкина. Буря мглою, небо крой, вихри снежные, крутя. Это выдержано в размере хорей. Знаете, я много работаю с начинающими поэтами и заметила такую ошибку. Первую строчку начинают, допустим, ударение идет на первый слог. Вторая строка уже на второй слог. Так вот, дорогие друзья, когда вы будете писать, если вы начали строку вот ударение на первый слог, значит все произведение должно быть выдержано в этом размере. Или на второй, значит на второй. Одинаково. Вот такой пример. Сегодня век высоких технологий. Они во всем, что окружает нас. Придумали их люди, а не боги. Но не под силам нам они подчас. Мы сознаем, что новые дороги прогресс ведут быстрее во много раз. Но чтобы в этом сложном мире жить,
себя должны мы в корне изменить. То есть поняли, рифмы вот так вот идут. Там повторяется 6 строчек, и потом 2 строчки одинаковые рифмы. Сегодня мы говорим о центоне. Честно говоря, я тоже впервые перечитала материалы и поняла, что это очень интересно. Это тренирует ум, сообразительность, повышает эрудицию, я бы так сказала. И вот я хочу вам привести пример центона, который я написала вот перед тем, как идти сюда. Он составлен из 2 стихотворений. Лермонтова «Парус» и Пушкина «Для берегов отчизны дальней». Центон – это когда строчки, вы знаете, берутся строчки из разных стихов и составляется одно стихотворение. И можно иногда менять, добавлять слова туда, чуть-чуть менять, но чтобы это все какой-то смысл имело. Вот смотрите, что у меня получилось. Белеет парус одинокий в туманной дымке голубой. Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. Что ищешь ты в стране далекой? Я долго плакал пред тобой. В час незабвенный, в час печальный светил луч солнца золотой. Там, где струя светлее лазури, заснула ты последним сном. А я все так же грежу бури под небом в блеске голубом. То есть 2 стихотворения я соединила. Вот тренируйтесь, вы знаете, вам понравится даже. Вот попробуйте брать известные, конечно, хорошо стихи, которые на слуху у всех, тогда всем будет понятно. Вот. Что я хочу сказать, ребята? Стихи писать очень легко, если ваша душа открыта прекрасному. Зачем они нам нужны? Они нам нужны как воздух, потому что они помогают нам увидеть, почувствовать, вдохнуть аромат цветущей весны, нежность лета, которое у нас не такое долгое, но все-таки мы его так ждем. А когда приходит осень, то стихи успокаивают нашу грусть, нашу печаль, как легкий осенний дождь. А когда наступает зима, то искрящийся снег стихи передают искрящуюся радость зимнего снега. Поэтому любите стихи, пишите стихи. Если вы не можете их не писать, а если можете не писать, не пишите, потому что это будет графоманство. Вот. Надо отвечать потребностям своей души. Еще я хочу сказать, что, как правило, в вашем возрасте все пишут стихи, потому что любовь, обретение какой-то самостоятельности, свободы от дома, от каких-то обязательств, которые вас преследовали в школьном, студенческом возрасте, все это поднимает, ну просто, я не знаю, поднимает настоящие чувства, которые можно выразить только стихами. Потом это уходит. И я желаю, чтобы вы, если и не станете писать стихи, чтобы вы их читали. Тогда они помогают жить, понимаете? И они помогают даже в самые сложные ситуации по-другому посмотреть на жизнь и ощутить радость от того, что мир прекрасен. Вот все, что я хотела вам сказать. С Ириной Борисовной по поводу графоманства, потому что, когда мы готовились к поэтическому центону, мы впервые на уроке попробовали сочинять хопку. И знаете, это у всех получилось. Но сегодня мы не могли всем составом класса прийти сюда к вам в гости. Пришли только 5 ребят, которые могли согласовать время и присутствовать на таком мероприятии. Так что, знаете, то, о чем Лидия Борисовна говорила, ваш юношеский задор, ваше восприятие мира, оно вам поможет писать стихи. Я думаю, что было бы желание, тогда не будет никакого графоманства. Хотела сказать о том, что стихи, которые пишут, они бывают разные и даже по стихосложению. Вот я хочу вам представить японскую поэзию, которая покорила меня. И знаете, когда я сегодня стала вновь слушать и погружаться в эту поэзию, я открыла японского культуролога, его лекции, которые он читает для студентов, и была покорена тем, что, оказывается, такой красивый язык, и чтобы понять поэзию хокку, надо видеть японские иероглифы. И поставьте, пожалуйста, презентацию, можно, да?
И, пожалуйста, Дима, поставьте сопровождение, потому что, чтобы слушать хопку, я думаю, если вам будет интересно, то можно найти в интернете, как выглядят эти тома. Сама вообще традиция написания хопку, она начиналась с написания танка. Танка – это тоже простые стихи, они не рифмованные. В них практически нет знаков. Оба и месяц и серпень находятся где? Серпень – это которым косят что? Пшеницу, да? Находятся они все в пространстве неба и поля. Правило хопку обязательно. Первая строка 5 слогов, это начальная информация. Вторая строка это 7 слогов. Смысл, повторите, пожалуйста, музыку. Можно еще раз? Ребята, музыку поставьте. Вот, все. Спасибо. Вторая строка это смысл первый. И третья строка это неожиданный вывод. В чем красота хопку? Вот в этой потаенности, незаметной повседневности, в простоте, но самое главное во внутреннем мире героя. Знаете, те, кто писали хопку, поэты, они писали эти хопку всю свою жизнь. Вайсу путешествовал по всей Японии, чтобы написать хопку. И один из его друзей-поэтов написал предсмертное стихотворение в тот час, когда он умирал. И эта традиция стала для японских поэтов традицией до сегодняшнего дня. Когда они умирают, они пишут предсмертные строки. Но мы находимся с вами в этом мире. И, конечно, вот чтобы увидеть эту уникальность японских поэтов, надо знать, кто эти поэты. Это Мацуо Басё, это Анда Хиросиги, это Йоса Бусон, это Камидзима Амицура, это Фикода Тёйон, это Кабаиси Иса и Йосана Акика, о котором я только что говорила. Вот если говорить о Басё, посмотрите на иероглифы и великолепное стихотворение, которое сегодня перефразируется многими поэтами, русскими поэтами, другими поэтами. Японские иероглифы очень красивые. Изображение меча это означает острота чувств и острота души. А волнистые такие мягкие линии означают острота чувств это переживание человека, а волнистые линии это лиричность его души, это его мечтание. И поэтому его стихи на мертвой ветке чернеет ворон, осенний вечер передают вот такую лиричность и печаль этого поэта. Я, ребята, вам желаю... Технологий. Работу выполнял в приложении Photoshop. Я выбрал технократический стиль. На обороте обложки второй страницы расположено библиографическое описание и краткая аннотация сборника. Сборник включает 40 страниц. Помимо авторов, вы можете наблюдать авторов-составителей и мою фамилию в качестве дизайнера. В содержании мы можем ознакомиться с основными разделами, жанрами центон и хайку. Помимо студентов Высшего колледжа Астана Политехник, мы можем увидеть работу учащихся школы гимназии номер 26 и 10-11 класс. В ходе работы над сборником я прочел работы для себя и отметил, что это очень увлекательно. Я бы хотел обратить ваше внимание на последних страницах, где разместил работы маститых авторов Лидии Тришечкиной и Ирины Диевой. Сборник заканчивается перечнем авторов, студентов и школьников. Работа еще не закончена, но мы ее обязательно завершим. Я получил опыт и удовольствие от данной работы. Сегодня век высоких технологий. Роботы вздыхают, сердце в схемах мерцает, мир в них таится. Сегодня век высоких технологий. Книжка по Windows.
с тумбочки на стол упала. Нужные слова. Сегодня век высоких технологий. Сегодня ты один. Одиночество в городе. Как завтра и всегда. Сегодня век высоких технологий. Тебя нет рядом, телефон упал в кровать, нас разлучили. Сегодня век высоких технологий. Смартфон мерцает, несется кот в мире бай, душа в проводах. Ребята, давайте вместе с вами еще раз повторим все эти движения и эти стихи. Давайте. Начинаем с самого начала. Поехали. Можете встать. Чтобы вам было интересно. Поехали. Сегодня век высоких технологий. Роботы вздыхают, сердце в схемах мерцает, мир в них тайнится. Сегодня век высоких технологий. Мишка по Windows с тумбочки на пол упала. Нужные слова. Сегодня век высоких технологий. Сегодня ты один, как завтра и всегда. Одиночество в городе. Сегодня век высоких технологий. Тебя нет рядом, телефон упал в кровать, нас разлучили. Сегодня век смартфон мерцает, несется кот в мире бай, душа в проводах. Спасибо и нашим ребятам ваши аплодисменты. Мадиева Айзерем из 2318 ГБ. В мире кода я плаваю смело. Оцифровка знаний, задача века. Биты и байты, как магия ветра. Программирование – сила человека. Виртуальный реал цифрового мира. Каждый байт, как драгоценный жемчуг. Алгоритмы, структуры данных, спутники верные. Вместе творим чудеса, как волшебники. Цифры и символы, как ноты в мелодии, создают программы, словно симфонию. Декодирование – мой ритм и моя рифма. Программирование – это моя стихия. 2318 Б. В мире цифровом, виртуальном просторе программирование – ключ к мудрости и власти. Оно как волшебство, что творит чудеса. Цифровизация ведет нас к счастью. Скрипты и коды, слова и числа воплощают идеи в мире цифровом. Открыты все двери в волшебный космос, где все мечты сбываются реальным словом. Технология – суть, наш новый мир, где данные – сокровища, алгоритм – закон. Программирование как вихрь ведет нас в будущее, где все словно сон. Интернеттің заманы қазір бізде сұранысы жоғары заманауи желіге. Бейімделіп келеміз біртін-біртін жаңашыл мәзірлерді игеруге. Іздегенің осыдан табылады, жаңалықтың жарығы жағылады. Үйден шықпай жатып ақ интернетпен салығын несиеңге жабылады. Жаһандану болып жатыр цифрлану, цифрлану бұл сиқырлану. Онлайн сапа оқып, жұмыс жасап, өз уақытында ұтымды пайдалану. Бұл желі көп жеңілдік алып келді. Алыстан жылдам хабар алып берді. Есім ханның ескі жолын сырып тастап, Қасым ханның қасқа жолын салып берді. Қол жетімді бәрі де барлығы да. Ыңғайлы, үлкен кіші барлығына. Цифрлы жаһандану болып жатыр бүгінгі ел басының жарлығында.
Ахмедбек Адиет. Шуршенов Тимур. П23-1Б. В веке технологий, сияние свет, цифровизация, путь наш навстречу, программирование, как волшебные строфы. Творим будущее, силой виртуоза. Век современных технологий, когда развитие бежит быстрее талого ручья. Мой друг, ты должен знать лишь то, что современный человек не может жить без цифрового интернета. Поэтому, мой друг, твори, дерзай, искусство цифровой эпохи. П23-1Б. Игерсең жеп алуан түрлі ғылымды, баптау керек өсер қызбен ұлымды. Технология заманы бұл жоғары, талап етер бізден терең білімді. Жаңа ғасыр, жаңа заман сиқырлы, жас талаптар болсын енді мыңқырлы. Бағдарлама жасай білсін әр адам, Қазақстан болу үшін цифрлы. Настал век высоких технологий. Без них нам невозможно жить. Интернет стал сейчас так мощным, с ним невозможно не дружить. Век высоких технологий. Программисты. Без программистов никуда. Программисты каждый день облегчают нашу жизнь. Спасибо. Имя ваше назовите. Башкевич Ярослав, П2361Б, Центон. Сегодня век высоких технологий, где каждый бит как новый стих, где сети словно паутина, и весь наш мир стал цифровым. В этом веке, в эпоху чудес, цифровых технологий рассветов, мир словно сказка бескрайних поэтов, и в этом мире мы поэты кода, словно лето. Молодец. Макишев Амир, П2361Б. Рассказываю стих за авторством Грибареса Даулетпаева с той же группы. Он не смог присутствовать. Век течет, программы хлещут, но следить за всем не взор. Цифровизация в обзор. Хлынут множество профессий, и для всех один вопрос. Что же общего занес? Новый термин с цифрой связан. И придуман недалек. Это ж он нам всем помог. Быть в общении завязан. Не сходя с дивана вон. Это ж тот, кто стал нам другом. А когда-то станет слугом. Ведь профессия такова. Программированием дана. Для того, чтобы помочь землянам избежать худшего, чтобы кто-то из них потом не получил под кожу какие-то цифровые сигналы и не остался где-то в каком-то заоблачном или непонятном мире. И вот она обращается в древность, в старину. Она звонит, вы, может быть, знаете такого деятеля древности, как... Ну, я не буду вдаваться глубоко. Например, Хоггарт какой-нибудь, нет? Нет. Чтобы вылетело из головы, сейчас я вам быстренько... Ну скажи, чтобы мы потом читали ваш роман. Ну да, я говорю, не собиралась этого делать. Ну вот, поскольку мне сказали, что это... Значит, это... Так... Ладно, пусть это будет загадкой, потому что я немножко растерялась, выходя к вам. Но надо сказать, что это очень, так сказать, нужная и важная часть моей работы. И поскольку оно совпало с вашими вот сейчас заботами новых цифровых технологий, новый виток этих технологий, поэтому я вас предупреждаю, будьте осторожны. Будьте осторожны, все новое, оно несет в себе то, чтобы надо очень глубоко проникать в суть происходящего, а не плыть по волне того, что вам дано. Вот, так, вот этот вот человек, который имел божественный статус, он посоветовал землянам, как выйти из этого цифрового витка безболезненно. И он 6 правил им послал, как жить.
И они эти правила впитали в себя. И начали, стало происходить на Земле что-то очень интересное и необычное. Об этом вы прочитаете когда-нибудь. Я надеюсь, что мы еще встретимся не раз. А сейчас я просто хочу вам прочитать маленькое стихотворение, поскольку вот сейчас много говорили о разных вещах, о любви, то, что у вас уже такой возраст подходит, когда влюбляются. Почему-то ни один не сказал ничего. Поэтому я вам прочитаю стихотворение чувственное. Мои чувства зависли над порталом сердечным. Ты проник в мои мысли и остался навечно. От луча поцелуя полыхают рассветы. Уходя, не уйду я, словно лето во мне ты. Ритмы жизни меняя, с безрассудством прощаюсь. Выхожу из огня я, но опять возвращаюсь. И опять, аллилуйя, полыхают рассветы, и опять не уйду я, словно солнце во мне ты. Вот так вот полюбила наша героиня. Поэтому много что хотелось бы вам еще сказать. Я о многом хотела, но я вижу, что со временем у нас напряженка. В свободной атмосфере. А у вас уроки так проходят литературы? Да. Ребята, а у вас проходят так уроки литературы со мной? И с другими учителями. Так что вы приглашены к нам не в апреле, а на каникулах. Когда это каникулы? После каникул сразу. 29 марта. Студенттерimiz, оқушыларымыз бүгінгі мына осы цифрлық мына осы ғасырда барлығы дамып жатқанда сіздердің осындай керемет және өздеріңіздің жаңашадан осы өмірге қарап жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Алда болыңыздар. Мына Алдиярдың біріне енді бірінші шығарып жатқан осы келбет шығармашылық дәптер болып жатыр екен. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Алдыңызда келе жатқан мынау әйелдер мейрамымен, наурызбен. Сегодня я хочу всех поздравить, нашу таких продвинутую молодежь, учащихся, студентов. И вся надежда на вас, как говорят, с жестом растерянности. Мы верим в молодежь, в наше будущее. И сегодня хочу Алдиара отметить, что за такие его успехи и пример такой хороший для нас всех. И вот подарить вам такой подарочек памятный. Вода, это все прекрасно, чистое, вам успехов и сәттілік тілеймін. Ары қарай жалғастырыңыз. Алдияр, покажите. Давайте похлопаем громко. Біз біргеміз. Сондықтан барлығымыз біргеміз. Рахмет. Алдияр, несколько слов можно? Мне шахматхана. Вам огромное спасибо, что вы детей столько интереса им вкладываете и приглашаете к себе. Всегда нужно сотрудничество. В этом Алдияра тоже приглашаем. Алдияр, презентация, пожалуйста, 26-й в 47-й школе. Турне. У нас будет научный марафон в 47-й гимназии. Алдияр, несколько слов скажете, да? Вообще впечатление, атмосфера твое, желание. Спасибо большое. Да? Мажитова Куралай Шахан. Мажитова Куралай Шахан. Оқытып жатқан шәкірттеріңізді, студенттеріңізді орасан еңбегіңізді жана берсін. Бұдан да көп студенттер көрсетайық. Бүгінгі сіздердің екінші орындарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз бүкіл мына комиссия мүшесімен, залқасымен. Дружнее похлопайте. Поздравляю. Искренне. Вот. И, конечно, ваша заслуга она огромная, но и ребятам огромное спасибо, что они тоже изъявили желание быть с вами. Моя с заслуга только мотивация. Вот, а мотивация это самое главное. Да. И поздравляю вас еще, ребята, с первым местом. Вашу школу, гимназию. Ольга Ивановна.
Благодарим вас. Вы сподвигнули целых 2 класса, 10 и 11 классы, и, я думаю, 2 школы, да? Динара Победова. Спасибо большое. Динара. Так, Динара. Псевдоним поэтический Дина Урас. Да. Мы все знаем вас как Дину Арас. И Нику Виктория и Ермуханов Диас. Подарок. Самые стильные ведущие. Виктория, я благодарю лично вас. Вы всегда отзываетесь на наши мероприятия, всегда готовитесь, переживаете. Так. Диас преподносит подарок. Да. Напоминаем мальчиков, что близится 8 марта. Не забывайте девушек. Так. Және өзіміз ерекше осында сыйлық берейік деген Ахмадиева, да? Бүкіл біздің қасынан сізге орамал тоң болмайды, жол болады деген алдымызда наурыз мерекесі келе жатыр, 8-ші наурыз, елде қыздар күні, сондықтан міне сіздерге мынау Нет, внутри, что-то. Видите, какие у нас гости, да, пришли с подарками. И... Сосын мына жерде бізде бағана 2 жігіт бірге оқыды. На галстуктегі, сосын жанындағы сары жігіт. Екеуі артистичный, керемет, бірден-бірі асысы. Бізде, я біз Пушкин дестік, Пушкин бар екен, олар енді тұрады. Мынау сізге екеуіңіз бірге, жақсы естіне, екеуіңіз бірге жаңағы. Заслуга. Ну и дети молодцы, я так хочу сказать. Мне очень понравилось сразу. Первое место занимает школа номер 26, руководитель Накакова Ольга Ивановна, и группа ребят Перепенко Дмитрий, Таксанбаев Алдияр, Сисинбаева Мадина, Герасимова Ангелина и Федорова Екатерина. Поздравляю вас, Ольга Ивановна. Спасибо. Давайте еще попозже.